Капитализм оптимизировался. Да, у нас нету ничего. У нас вообще нету питьевой воды. Нет аптеки, нет. Им приходится куда-то идти, в столовую, чтобы учиться там. Вообще любая такая вот социальная проблема, это надо ехать в город. Туда и обратно 120 рублей. За банкой зеленки. Автобус, говорю, раз в 1,5 часа. С моего телефона я скорую помощь не вызову. У нас нет машины дежурной. Это нам надо искать какого-то врача, хоть какого-нибудь. Бедолага, он это ночью идет домой. А тут и собаки, и машины, и света нет, и тротуары засыпаны. Вернее, у нас и нет этой проблемы, потому Много что у лет. нас нет участкового. Здравствуйте! Мы представляем социалистов Якутии, встречаемся с жителями села Маган, чтобы они рассказали нам про свои проблемы, острые, которые влияют на их жизнь. Здравствуйте. У нас острых проблем очень много. Основная проблема, которую озвучили жители, это вода, питьевая вода. У нас вообще нету питьевой воды в Магане как таковой. Привозят, мы заказываем в бутылях, как обычно. Но летом у нас начинаются водопроводы, бежит без напора, вернее, иногда она даже грязная и нехорошая. Даже для технических нужд не всегда хорошая. То есть эта техническая вода даже для ваших нужд не подходит, там одежду постирать? Нет, она в принципе ничего, но бывают иногда моменты, если останавливает, допустим, воду, она долго бежит ржавая. Потому что у нас вся система отопления, наверное, все трубы ржавые. И долго-долго надо ее проливать. Когда она прольется, она вроде как и чистая бежит, и стираем, естественно, и посуду моем. Для питья она категорически не годна. Водопровода у нас нет, и нет это уже на протяжении, не знаю, сколько себя помню. Сколько Нету. себя помню, Да. да. И нам обещали воду провести. То Все. есть, где у вас скважина, там фильтров для очистки этой воды нету, да? Правильно понял? Ну, я насчет этого толком не знаю, но скважина у нас сделали для Магана. Мы все очень ее ждали. И в итоге, как не было воды, так и ее и нет. То есть ваша местная вода, она не подходит для питья? Вам приходится воду заказывать? Заказывать. И покупать для питья? Да, мы покупаем питьевую воду, заказываем. Нам привозят из города в бутылях. Да. Я слышал, что достаточно большой населенный пункт у вас, и у вас нету аптеки здесь. Нет. Нет аптеки, нет. Пенсионеры? Пенсионеры, маломобильные, мамочки эти декретные, которые тоже не могут с малышами что-то так побежать купить. Они мотивируют это тем, что вот нас много, которые работают в городе, и провизора надо. Ну, чтобы провизор был, который может там по рецептам работать. Ну, у нас сейчас на дворе капитализм, то есть невидимая рука рынка так решила, что невыгодно, Да, они сказали, что это невыгодно. и все Это оптимизировали. им да, у вас? невыгодно, да. Они оптимизировали все это дело. Все, оптимизировали, у нас был Сбербанк, у нас был паспортный стол, это все оптимизировано, соответственно, это никому, видать, не выгодно. У нас все было на месте, мы все решали здесь хорошо, удобно. Действительно, пенсионеры, которые у нас очень мало ходят, тяжело ходят, с тросточками, они прямо, и для них это беда, это надо кого-то просить, ехать, чтобы их возили, естественно, вот, ну, вы представляете, как тяжело людям, могу в город. Это потом, допустим, те же госуслуги, надо записываться сейчас через интернет. Вот такие старые пенсионеры, вот как они это все осуществляют? Конечно, нужна им помощь. Ну, не всегда же молодые рядом с ними находятся. Все это было у нас в Магане, это все оптимизировали. Сейчас капитализм оптимизировался. Тротуары вот те же, опять проблема с тротуарами. У нас... Особенно она остро стоит по весне. Когда начинает грейдер чистить дорогу, он засыпает напрочь эти все тротуары. И все люди, которые пешком идут, особенно ребятишки в школу, со школы, они все технично идут по дороге. По проезжей части, правильно? По проезжей Да, части, да. У кого-то наушники, у кого-то чего-то. Это все еще, знаете, да, это сам. И это постоянно просим. Даже вот грейдер прошел. Хорошо дорогу очистили. Но тротуар это. И засыпают, причем, знаете, не то, что даже тротуар, они засыпают даже калитки вот у людей. Просто вот не могут, частники, да, не могут выйти. Ну, вот эта вот проблема с отсутствием аптеки, что администрация на это говорит? А вот они говорят, что невыгодно. Невыгодно, да? Да. Вот если бы они здесь присутствовали, они бы, может быть, или подтвердили, или опровергли, но их нет. По крайней мере, объяснили. По как-то. крайней мере, объяснили бы. Мы говорим только то, что мы знаем, что это невыгодно.
Это относительно аптеки. Ну и вообще проблема даже для молодежи. Это вот, например, что-то нужно решить, какой-нибудь вопрос по тем же банкам. У нас даже банков нету, тут не только аптека. Вообще любая такая вот социальная проблема, это надо ехать в город. Автобусы ходят раз в 1,5 часа. Это надо Ну и кучу проезд времени потратить. Да, проезд 60 рублей. 60 рублей. Туда-обратно. Да, нет, туда и обратно 120 рублей. За банкой зеленки. Да. Допустим, там же банковскую карту, допустим, обновить там, или поломалась, или потерялась. Чтобы разблокировать или что-то сделать, надо ехать в город обязательно. Автобус, говорю, раз в 1,5 часа. Это туда уезжаешь, надо еще подугадать, чтобы обратно вернулась. То есть на это уходит полдня минимум. Полдня на маленькую какую-то операцию, тоже в аптеку съездить. То есть это мы рано утром уезжаем и приезжаем как минимум в обед, в час. Это представляете, вот за лекарствами, за простыми. Я допустим, диабетик, мне каждый месяц надо лекарства. Инсулин покупать. Я не на инсулин, но тем не менее каждый месяц мне в обязательном порядке надо принимать лекарства. Я езжу каждый месяц. То есть вот съездить вот в аптеку, мне это каждый месяц 100% мне надо. Это полдня у меня уходит только на аптеку. Ну, постоянные проблемы с врачами у нас. Ну, это просто постоянно. Мы не успеваем ни познакомиться, не привыкнуть. Она приехала, не знаю, что-то тут поделала, улетела. Все, как-то тут вызов был. Не было врачей у нас, представляете, дежурных врачей. Ну это кошмар, конечно. Девочки не могли вызвать ребенку врача, потому что у нас не было дежурного. Ну вот, все, они сдулись куда-то. И к нам приезжала с города. Да. Скорую нам не вызвать без нашего врача. Извините, я вот хотел поинтересоваться, какие вот врач дежурный, что он может сделать, допустим? Ну, она же общей практики. Она, по крайней мере, может вызвать скорую помощь. С моего телефона я скорую помощь не вызову. Не можете вызвать? Нет, Нет, конечно, нет, они нет. к нам не едут. У нас без врача Без не врача едут. ни в как. Это нам надо искать какого-то врача, хоть какого-нибудь, который более-менее... То есть, если, не дай бог, случилась какая-то острая ситуация, вы должны позвонить сначала дежурному врачу, Да. только после этого дежурный А врач... только после этого, Да, да, дежурный да, врач только вызывает скорую То помощь. есть напрямую вызвать не может? Нет. Никак. Ну и также на прием приходишь, если заболел, тебе тут пишут направление, и надо ехать в И город. надо ехать, да. Только отсюда, У вот нас- только по направлению. Младший персонал, медсестры, вот здесь работают работали девочки. Вот они прямо умнички такие, вот им, я не знаю, благодарность какая-то. Они из-за врача, как говорят, ну, они, естественно, они диагнозы не ставили, но они принимали людей, по крайней мере, они объясняли, выписывали направление, они круглосуточно 24/7 работали, Да-да-да-да-да. семьи, маленькие детки у них. Им также хотелось отдохнуть. Из-за отсутствия врача они всю тяжесть взяли на Всё себя. взяли на себя. У нас нет машины дежурной. Да. Вот все, да, у нас Сами, нет сами, дежурной машины. маганские У наши. нас не оборудована амбулатория вообще. Ну что она, зеленкой мне лоб помажет. И все, больше нечего. Она вот этот тонометр у нее есть. Что там еще? Ну То все. есть нету ни аптеки, ни нормальной медицинской помощи Да. на местах. Да, у нас нету ничего. У нас просто вот, ну как, даже Население не это земский доктор. Да не маленький поселок. Так был. я уже говорила, что у нас уже, да, здесь уже с небольшим тысячи. Да, ну вот. Мы уже разрастаемся. А что со школы у вас? А что со школы? У нас девчонки, вот школьницы, они сидят уже друг на друге. У них почти скоро будут 3-я смена. Школу надо расширять. Она маленькая. Там была на 350 человек рассчитанная. Ну, когда-то. Сейчас их уже больше 700. По закону они должны все учиться в первую смену. У меня вот племянник, он маленький. Он ходит во вторую смену Да. зимой. Малыши, да. И мы его вот бежим и встречаем и провожаем. Второклашки, вот у нас второй класс Вот я говорю, у ходит. меня Со племяшка. второй смены мы учимся до 7-6 Ну, вечера. зимой-то уже темно становится. Да, Так в том-то зимой и до дело. 6-7 вечера. Темно, холод, Да, отсутствие тротуаров Ну, и так далее и тому освещение, подобное. Освещение это мало, самое, вот через там раз. по дороге со Особенно школы зимой нет. это страшно. Собаки. Собаки. Здравствуйте, ну. Собаки тут проблема. Да. Вот я говорю, что вот это со школы надо вопрос прямо кардинально, вот, ну это вот такое вот наболевшее. Ну у меня сейчас племянник мой ходит, и вот бедолага, он это ночью идет домой. А тут и собаки, и машины, и света нет, и тротуары засыпаны. Родители скидываются на такси, малышей Да. забирают, И чтобы привозят сразу по несколько кучей. человек привезти. Вот они скидываются, договариваются. Вот так как-то выкручиваются родители. Не все, потому что кто-то работает, кто-то в смену работает. Не все могут Просят, забрать и своего всё, вот, ребенка. и заходят. То есть Девчонки- школу вам нужно расширять по-хорошему, Да. правильно? Да. Не то чтобы еще там на улице темно, но еще в школе не хватает кабинетов. Дети бегают,
Вот у кого-то урок, а у кого-то тоже урок. И в одном кабинете им приходится куда-то идти в столовую, чтобы учиться там, потому что нет кабинета. Тем более сейчас время А коронавируса. сейчас еще коронавирус, и вот так вот получается вообще вот прямо концентрация Иногда бывает детей то, в школе. что 2 класса учатся в одном кабинете, потому что нету кабинета. Да, это, конечно, проблема. Да, вот это, я говорю, это вот хорошая, большая, глобальная проблема. В свое время Галина Егоровна тоже ставила этот вопрос. И туда Этот вопрос уже ставится. ставится давным-давно. Но Ну вот я говорю, Никому когда не 350 человек, они еще как-то так вмещались, мы тоже ходили в это самое, в 2 смены. Ну, вот у нас же раньше была 8-летка, нам вот так вот хватало. Потом сделали 10, ну сейчас, естественно, 11 классов. И все, и дети друг на друге сидят. Я говорю, вот еще ребятишек очень много будет первоклашек. Вот по поводу собак, опять-таки. и собаки. Да, вот собаки. Вот под нашим домом знают все, абсолютно знают все, живут стая диких собак. Там штук 5 их. Под домом. Да. Вопрос с собакой у вас тоже остро стоит. Остро, Да, остро да. стоит. У нас проблема, помимо всего прочего, проблема с участковым. Вернее, у нас и нет этой проблемы, потому Много что у нас лет. нет участкового. Вызов не приезжает. Понимаете, у нас нет участкового. У нас недавно был инцидент. Девушка стала вызывать кого-нибудь. Они сказали, мы не знаем, кто у вас участковый в Магане. Мы не знаем. Это уже, между прочим, не первый год происходит. Как Так он у вас нам- участковый есть или нет? Нету. У вас нет участкового, правильно? Нету. Ну, мы его не знаем. Может быть, он где-то и есть. Кого-то назначили, а его... мы... А кого? Приехали тогда с этого, с ГОМа. Сразу на несколько районов там. С ГОМа приехали, с третьего, вот 2 милиционера. Мы спросили, они спросили у нас, типа, зачем вы нас вызываете, участкового вызываете. Мы спросили у них, кто участковый. Они сказали, мы не знаем. Ну, то есть они взяли функцию участкового на себя. Ну, вот эти вот приезжие, да, скажем, милиционеры, полицейские. Поэтому мы с участковым не знакомы, мы не знаем его ни номера, ни имени, фамилии. И он еще, когда у нас тут был, да, помните, лет 5 тому назад, он сказал, у меня Марха, Маган, Талогина, Кильдянцы, Житай, Луна, ну, А то, чё что угодно. расстояния очень большие. Вот то, что вы сказали, населенные пункты. Да. В Маган, естественно, И, короче, да, в общем, на вызов не приезжают. вообще Через ни 2 дня в какой, да. Там уже и Ну, это забыли, кошмар, и конечно. помирились уже, а он все еще так и не Был ездит. там человек. И еще, у нас стоит огромное здание, называется оно, Дом быта называлось, где вот у нас амбулатория. половина здания амбулатории Половина здания занимает. занимает амбулаторию, где всего стоят 4 банки зеленки. С другой стороны, там была баня. Люди ходили, говорят, очень даже хорошая. Нам опять же объясняют, что это экономически невыгодно. Билет стоил сколько? 100 рублей. 100 рублей, да? Ну вот у нас Евдокия Филипповна, она у нас банщик. Знатная банщица. Знатная. В общем, Оптимизация, я так понял, что у вас изрядно прошлась по вашему селу. она Всё, не что можно. прошлась, она прокатилась катком по нам, Невидимая понимаете? рука рынка. Да. И они думают, что у нас здесь 3 двора, да, и 1,5 калека. Что нам тут ничего не надо. Что мы тут живем 40 километров от города, да, и мы тут все можем. Приехали, сели, прыгнули и поехали, да? Маган вообще как черная Они дыра вообще, получается. Как где что в городе? Ой, Маган. А что Маган? 15 минут езды на машине. О, Маган. Маган как будто, я не знаю, черная дыра. И, действительно. кстати, о такси, да, никто сюда не хочет ехать, ни в каком варианте. Это Ну, это проблема острая на самом деле. Вы понимаете, мы оторванные. Даже на работу не брали, если ты говорил, что ты с Магана. Лучше, говорит, с Луны. Быстрее будет. потому что опять-таки автобусы. Да, и все из-за расписания. Это опять же вот Я в расписание. городе работала, я Это экономически невыгодно. Там одни пенсионеры типа ездят будут. Ну, по льготам. по льготам будут. Невыгодно им. Невыгодно. Он мне вот так вот и сказал, говорит, они все льготники, и мы будем автобус, ну просто как благотворительный, да? Опять рынок зарешал, получается. Опять зарешал. То есть мы опять остаемся крайние. Это самое, дачники все в шоколаде в земле. В смысле, они в шоколаде, мы в земле. Вот и весь разговор наш был. Зима, дождь, жарко, все идут в магазин. Потому что зимой холодно погреться, дождь надо спрятаться, Это жарко. понятно, просто кто вам обещал? Это было под протокол или просто... Нет, это или было, со это слов было, просто? это был сюжет. Это был сюжет по НВК Саха. Я его периодически смотрю. И вот там проблема теплых остановок была поднята.
что стоят остановки закрытые, то есть люди не попадают, где-то открытые, где бичи там живут. В общем, вот эта тема была продвинута. И корреспондент сказал, что на планерке городской администрации было сказано, что будут еще построены остановки, там порядка сколько-то штук. И ваш населенный пункт тоже указывался в нем. Да! И я прямо так обрадовалась, и я прямо в барахолку написала, помнишь, что будет у нас остановка? Да, было так, было. Ну, типа, сход жителей, и мы решаем, да, где у нас будет остановка. Это не под протокол, это вот было прямо по НВК Саха. А по НВК Саха кто это вам сказал? Потому что я просто не помню. Сейчас скажу, журналист. Сказал журналист, а не сказал администрация? Нет, он сказал, что с администрации, в администрации было решено, что будет еще порядка 100 То есть остановок. проблема с теплой остановки, потому что зимой холодно, остановки нету, приходится ждать. В магазине. Или на улице. Ну, магазин у нас открывается зимой. На ней 10. Но дело в том, что это не остановка, извините меня, это На магазин. работу люди едут где-то в 7 утра, там, Да. даже раньше, а Магазин закрыт, и вот если зимой, А на улице 50 а градусов. на улице 50, и вот стоят вот так Потому вот это самое, трусят. А некоторые еще и детей везут. Там. Эту вот остановку мы ждали в том году, ну, так как пандемия, мы вроде как простили. Но в этом году опять вопрос этот поднимался, насколько я помню. И вот насчет этих остановок. И вот, я просто выслушал, проблем у вас очень много, проблемы разные, проблемы острые. Как к этим проблемам относится ваша администрация? А вы их видите? Ну, у нас же у вас есть, вы с ними общались. Администрация знает прекрасно все наши проблемы. Вот понимаете, если бы им было не все равно, Ну, всё. извините, они бы сейчас здесь были. Вот просто бы были вот рядом с нами, если бы им было не все равно. Я так понимаю, что если они не пришли, то что тут еще говорить, да? Вот, администрация знает все эти проблемы абсолютно по точно. собакам были, да, я тоже И знаю. по, Они даже да, в группах по были, всем, в этих ну вот как-то, Ну, спасибо, что вы подошли. Мы, как социалисты Якутии, все ваши проблемы запротоколируем. Лучше будет составить документ, где все будет расписано более конкретно. И все, что от нас зависит, по мере сил мы постараемся вам помочь в этом. Вот это вот надо будет составить именно в письменном, грамотном формате, чтобы все было расписано, все проблемы по пунктам. Этим кто занимается, вы занимаетесь? Да, мы этим по мере сил, все, что от нас будет зависеть, постараемся помочь вам. Просто проблемы острые, особенно то, что Список касается... будет составлен, вы мне дадите Да. посмотреть, я уже вам. Ну, список вам составить нужно будет вам. Мы берем этот список. Да, да, тезисы есть. И мы отправим во все инстанции, органы, которые за это отвечают. ну действительно получается, что деньги решают все и плевать на простых людей всем. Абсолютно. У нас в Им не плевать, 91 когда году экономическая формация поменялась, капитализм, то, что не приносит прибыль, Ну, вот, никому вот, не вот. интересно. Спасибо, что... Мы-то прибыль не приносим, конечно, что с нас взять-то? Спасибо большое, что нашли время, что пришли, рассказали. Но мы по мере сил постараемся помочь вам в ваших проблемах. Спасибо большое вам.